صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие телезрители, одна из самых великих милостей, дарованных нам, нашим Создателем, это предоставленная нам возможность, пока мы еще живы, покаяться в совершенных нами прегрешениях, вымолить у Аллаха прощения и обратиться к Нему, признавая свой грех, сожалея о нем, надеясь на великодушие Всевышнего. Покаяние приближает нас к Аллаху после того, как грех отдалил нас от Него. Покаяние заполняет сердце светом после того, как грех заполнил его мраком. Оно избавляет нас от расплаты, от перенесения наказания за совершенное нами злодеяние. Оно открывает нам путь к счастливой жизни в согласии с нашим Создателем. Аллах запрещает нам отчаиваться в получении от Него прощения. И Он зовет нас к искреннему покаянию, каким бы тяжелым ни был содеянный нами грех. Аллах обещает принять от нас покаяние. Более того, Он настолько добр, щедр и милостив, что обещает нам обратить совершенные нами злодеяния в благодеяния, если только мы устремимся к Нему с правдивым раскаянием. Рабы Аллаха всегда нуждаются в покаянии, всегда нуждаются в том, чтобы просить у Него прощения. Человек должен быть кающимся постоянно, до самой смерти. Аллах любит кающихся и очищающихся. И это состояние покаяния, должно быть неразлучным нашим спутником на протяжении всей нашей жизни. Аллах обращается ко всем верующим. Каким бы высоким ни был уровень их богобоязненности, праведности, веры, с повелением вернуться к Нему с покаянием. Он говорит: «Ватубу иля Аллахи джамиа, айюхаль му'минун, ла'аллакум туфлихун». И кайтесь перед Аллахом все, о верующие, и тогда вы получите надежду на счастье. Аллах разделил людей на две категории – кающихся и беззаконников. Третьей категории не существует. Кто не относится к кающимся, тот принадлежит к несправедливым беззаконникам. Аллах сказал: «Ваман лям ятуб, фаулаика хуму залимун». А кто не кается, тот беззаконник. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллах ябсуту ядаху биллейль лиятуба муси'ун нахар, ва ябсуту ядаху биннахар лиятуба муси'у лейль, хатта татра шамсу мин магрибиха». Поистине Аллах простирает свою руку ночью, чтобы смог покаяться тот, кто совершил проступок днем. И простирает свою руку днем, чтобы покаялся тот, кто согрешил ночью, и он будет делать это до тех пор, пока солнце не взойдет с запада, то есть до наступления судного дня. Не считайте, что вы не нуждаетесь в покаянии. Так может думать только высокомерный или глупый человек. Самый лучший, самый чистый из всех людей, посланник Аллаха Мухаммад, тот, кому были прощены все его проступки, прошлые и будущие, и он, обращаясь к людям, говорил: «Я аюханнас тубу иля Аллах, вастагфиру фа инни атубу иля Аллах, фил яуми амарра». О люди, кайтесь перед Аллахом и просите у Него прощения. Поистине, я сам прошу Аллаха прощения 100 раз в день. Если посланник Аллаха просил прощения у Всевышнего так часто, то разве нам с вами не подобает делать это тем более? Настоящее, правдивое покаяние стирает любые грехи. Любые грехи, даже такие страшные, как неверие, куфр, и ширк, то есть поклонение кому-то и обращение к кому-то с мольбами наряду с Аллахом. Даже такие грехи можно искупить покаянием. Для Аллаха нет ничего невозможного. Нет такого греха, который Он не мог бы простить тому, кто искренне раскается в нем.
Аллах открывает двери покаяния даже для тех, кто убивал пророков. Даже для тех, кто обожествил одного из пророков и назвал его Богом. Он говорит: «Афаля ятубуна иля Аллахи вастагфируна, валлаху гафуру рахим». Почему бы им не покаяться перед Аллахом и не попросить у Него прощения, ведь Он прощающий, милостивый. В хадисе сообщается, что Всевышний говорит: «Я ибади, иннакум тухтиуна биллейли ван нахар, ва ана агфиру зунуба джамиа, фастагфируни агфир лакум». О мои рабы, вы грешите ночью и днем, я же могу простить все грехи. Так просите же у меня прощения, и я прощу вам. Месяц Рамадан. Месяц Рамадан – это время покаяния, таубы, время очищения от прегрешений. Это неоценимая возможность сбросить с себя груз злодеяний. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ас-салаватуль хамс, валь джум'a иля джум'a, ва рамадан иля рамадан, мукаффирату лима бейнахун, иза джтунибатиль кабаир». 5 намазов. И пятничный намаз до следующего пятничного намаза, и Рамадан до следующего Рамадана стирают прегрешения, совершенные между ними, если человек избегает великих грехов. Аллах сделал пост уразу, пост, который мы соблюдаем во время Рамадана, и дополнительные ночные молитвы, намазы, которые мы совершаем в это время, таравих, киямуль лейль, причиной прощения всех предыдущих грехов. Если человек делает это искренне ради Аллаха, с верой в Него и в Его милость. Во время Рамадана человек, желающий обратиться с покаянием, получает особую поддержку Аллаха. Его сердце устремлено к Господу. Врата рая открыты, двери ада закрыты, шайтаны, дьяволы закованы в цепи. Факторов, побуждающих к греху, меньше, чем в обычное время. Поэтому тот, кто упустил этот шанс, кто прожил очередной Рамадан, но не получил от Аллаха прощения, тот по-настоящему лишенный и заслуживает унижения и отдаления от Всевышнего. Вот почему самый лучший из ангелов и самый лучший из людей попросили Аллаха унизить такого человека. Однажды к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, явился архангел Джибриль и сказал: «О Мухаммад, да отдалит Аллах человека, который дожил до месяца Рамадан, а затем умер, не получив прощения, и вошел в ад. Скажи аминь, о Мухаммад». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес аминь. В другой раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да будет унижен тот человек, который застал наступление Рамадана и его окончание, но не был прощен». Когда думает покаяться тот, кто не кается даже в Рамадан? Дорогие зрители, мы часто говорим о том, что покаяние принимается Аллахом при наличии 6 условий. Давайте вспомним их. Первое условие. Покаяние, тауба, должно быть искренним, должно быть совершенным ради Аллаха, а не ради какой-то корысти или довольства людей. Второе условие. Покаяние должно быть совершено вовремя, то есть до истечения того времени, когда покаяние еще принимается Аллахом, когда оно имеет смысл. Когда истекает это время? Тогда, когда приходит смерть, и когда душа подступает к гортани. В то время уже поздно каяться. Также покаяние не будет иметь смысл после того, как солнце взойдет не с востока, как обычно, а с запада. А это событие произойдет незадолго до наступления судного дня. Третье условие. Кающийся должен незамедлительно оставить совершаемый им грех. Не может быть покаяния, если человек продолжает творить свое злодеяние. Четвертое условие. Человек должен искренне сожалеть о содеянном. Потому что сожаление – это главная составляющая любого раскаяния. Пятое условие. Кающийся должен иметь твердое, решительное намерение никогда впредь не возвращаться к совершению того греха, в котором он кается. И, наконец, шестое условие. Если злодеяние было направлено против кого-то из людей, то нужно загладить свою вину перед ними.
дорогие телезрители, до конца Рамадана осталось совсем немного. Мне хотелось бы напомнить себе и вам о том, что это месяц, когда мусульманин должен проявлять особую щедрость и делать добро посредством траты своего имущества. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был самым щедрым из всех людей. Он радовался возможности дать что-либо людям больше, чем другие радуются возможности что-либо получить. Если кто-нибудь просил у него одежду, которую видел на нем, то он заходил к себе в дом, снимал одежду, которую у него попросили, потом выносил ее и дарил просившему. Он мог купить у кого-то ту или иную вещь, а затем не только дать ему полагающуюся плату, но еще и вернуть ему саму купленную вещь. Однажды к нему пришел некий человек, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему столько скота, сколько помещается в ущелье между двумя горами. Получив такой дар, человек вернулся к своим соплеменникам и сказал: «О мой народ, принимайте ислам. Принимайте ислам, ибо Мухаммад дает дары, как человек, не боящийся бедности». В месяц же Рамадан пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был еще щедрее, еще великодушнее, чем обычно. По выражению Ибн Аббаса, в Рамадан пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был щедрее, чем вольный ветер. Садака, богоугодные пожертвования, садака, в этот месяц занимает особое положение и отличается от садаки, которую человек выдает в другое время. Потому что Рамадан – это особо благословенное время. И за совершенные в нем богоугодные деяния человеку достаивается большей награды. Кроме того, помогая постящимся, которые испытывают нужду, и кормя их при разговении, человек получает такую же награду, как эти постящиеся. В месяц Рамадан Всевышний еще щедрее проливает на своих рабов свои милости, прощения. Поэтому тот, кто будет щедр в этот месяц к рабам Аллаха, получит от Аллаха щедрую награду. Конечно же, соблюдение нами поста имеет недостатки, не лишено упущений. Садака поправляет эти недочеты и восполняет упущения. Вот почему в конце месяца Рамадан велено выдавать садака аль-фитр. Эту милостыню также называют закат аль-фитр. Эта милостыня очищает наш пост, оразу, от допущенных в течение него пустых или скверных речей, дурных поступков. Кроме того, она является выражением благодарности Аллаху за то, что Он позволил дожить до окончания Рамадана и довести до завершения поста. Также садака аль-фитр является проявлением сочувствия к бедным и обеспечением их едой в день праздника, чтобы они вместе со всеми людьми могли радоваться этому дню и приготовить праздничную пищу. И здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что садака аль-фитр выдается со всех членов семьи, взрослых и детей, с постящихся и тех, кто по какой-то причине не может соблюдать пост. Ее вручают бедным людям за 1-2 дня до праздничного намаза. Еще лучше сделать это утром, в день праздника, перед тем, как отправиться для совершения праздничного намаза. Однако очень важно успеть сделать это до праздничного намаза, потому что после намаза это уже не считается садака аль-фитр. Это будет просто садака, просто милостыня. Многие люди не обращают внимания на это условие. Они лишь тогда дают садака аль-фитр, когда приходят на праздничный намаз. Они дают имаму милостыню, чтобы тот передал ее бедным. Но разве имам успеет довести вашу садаку до бедных до намаза? Конечно, нет. Следовательно, это будет уже не садака аль-фитр, а просто садака. Садака аль-фитр должна дойти до бедного, до праздничного намаза. Потому что в хадисе сказано: «Амара Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям би закат аль-фитр ан туадда кабля хуруджи нас иля ссаля». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приказал выдавать закат аль-фитр до выхода людей для совершения праздничного намаза. В другом хадисе говорится: «Ваман аддаха кабля ссаля, фахия закатун макбуля, ваман аддаха ба'да ссаля, фахия садакатун мина садакат». Кто вручит ее до намаза,
то это будет принятым закатом, закат аль-фитр. А кто вручит ее после намаза, то это будет обычной милостью. Между постом, садакой и намазом, этими тремя вещами, пост, садака и намаз, есть особая связь. В сочетании друг с другом они становятся причиной вхождения человека в рай. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в раю есть горницы, изнутри которых видно, что есть снаружи, а снаружи, что есть внутри. И люди спросили: для кого предназначены эти горницы, о посланник Аллаха? И тогда пророк ответил: лиман алян аль-калам, ва ат'ам ат-та'ам, ва адам ас-сиям, ва салля бил-лейль ва насу ниям. Для тех, кто был мягок в речах, кормил едой нуждающихся, регулярно постился и совершал ночные намазы, когда люди спят. Вот почему в этот благословенный месяц наши праведные предшественники старались как можно больше расходовать свои средства на богоугодные цели, особенно на кормление постящихся. Многие из них делились с бедняками своим ифтаром и часто даже уступали его им, сами оставаясь голодными. Сподвижник пророка Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, когда постился, предпочитал разговляться не иначе, как вместе с бедняками. Если к его дому подходил просящий, в то время, когда он ел пищу вместе со своей семьей, то он брал свою долю еды и выносил ее бедняку, а утром продолжал поститься, так и не поев ничего накануне. Однажды к имаму Ахмаду пришел человек и попросил еды, и он отдал ему те 2 лепешки, которые приготовил для себя на ифтар, на разговение, и лег спать голодным, а утром продолжил свой пост. Да, садака во время поста имеет особый вкус. Она заставляет сердце испытывать особые чувства и особое наслаждение. Как-то раз Аиша, да будет доволен ею Аллах, будучи постящейся, потратила в течение 1 дня 100 000 дирхемов на нужды бедняков. Ее служанка сказала ей: «О, если бы ты оставила для нас что-нибудь, чтобы мы смогли поужинать и разговеться. Если бы ты мне напомнила, я бы сделала это», сказала Аиша, да будет доволен ею Аллах. Дорогие братья и сестры, давайте не будем упускать эту возможность. Давайте благодарить Аллаха за дарованное нам имущество и пищу, тратя их на нуждающихся. Если мы будем поддерживать и кормить нуждающихся, нас будет поддерживать и кормить Аллах. Воистину Он воздает за садаку многократно. Подходит к концу благословенный месяц. Очень быстро пробежали его дни. Мы расстаемся с Рамаданом и грустим, и печалимся из-за разлуки с ним. И как нам не печалиться, ведь мы не знаем, доживем ли мы до следующего Рамадана. И как нам не переживать, ведь мы не знаем, принято ли наше деяние, наш пост, наши намазы, наши милостыни. Приблизил ли нас уходящий Рамадан к Аллаху или нет. Счастливы те, кто провел его в искреннем служении Аллаху, кто воспользовался предоставленными в нем возможностями, и, увы, тем, кто упустил его, кто истратил его на грехи. Прощаясь с Рамаданом, мы поневоле задумываемся о скоротечности земной жизни. Еще вчера мы ждали наступления Рамадана, а сегодня мы уже готовимся к прощанию. Вот так же быстро пройдет и отпущенная нам на земле жизнь. Она – наша единственная возможность заслужить вечное блаженство. Давайте же не упустим ее. Ибн Масуд говорил: «Ни о чем я не жалею так, как о дне, солнце которого зашло, и который, уйдя, сократил мою жизнь, но не прибавил мне добрых деяний». Всякое дело всегда оценивается по его окончанию. Посему давайте сделаем концом нашего Рамадана покаяние и обращение к Аллаху с мольбой о прощении и о принятии от нас нашего поста. Мы поздравляем тех, чей Рамадан принят Аллахом, и соболезнуем тем, кто лишился его награды. И да исправит Аллах их положение. О Аллах, мы восхваляем и благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам дожить до этого Рамадана. Прими от нас наш пост, наши намазы,
наши молитвы. Позволь нам еще много раз провести этот благословенный месяц в служении Тебе. Сделай нас из тех, кто получил в течение этого месяца освобождение от адского огня и попал в число достигших успеха. Прости нас, наших родителей, всех верующих мужчин и женщин, живых из них и умерших. Даруй нам всякое благо и избавь от всякого зла в жизни земной и в жизни вечной. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.